Высоко под облаками гнездятся могучие башни отцов и дедов. Кажется, что они, несясь в стремительном беге, старались обогнать друг друга, но вдруг в изнеможении застыли. В солнечный день их трудно разглядеть среди сизых холмов. В непогоду силуэты башен, точно завернувшиеся в бурки, прячутся в туман и угрюмо глядят на ущелье. Немые свидетели бурной жизни Средневековья хранят в себе великую историю и открывают тайны спустя столетия. Республика Северная Осетия-Алания. Самое сердце Мамесонского ущелья — средневековое селение Лисри. Удивительное по красоте и необычное по архитектурному решению. Когда-то город-лабиринт с уникальными горскими замками и грозными каменными великанами. Кладовая традиционной культуры осетин. Мне очень нравится ваша культура, она очень древняя. Мы можем сегодня видеть достопримечательности, которые строились несколько сотен лет назад. Горная архитектура вашей республики особенная, захватывающая. В частности, в том, как она вписана в природный ландшафт. На мой взгляд, это особенный вид архитектуры и культуры, характерный для Кавказа. Я никогда не встречал чего-то подобного в мире. Селение Лисри – концентрат осетинской башенной архитектуры. Такого количества боевых сооружений на сравнительно небольшом участке земли больше нет нигде на территории Алании. Башни воплотили в себе все важные черты, сотворившие их эпохи, и стали отражением жизни нации, символом ее стремления к самосохранению. Мы решили вернуться в прошлое, чтобы восстановить облик селения и понять, как предки осетин выбирали место для поселения, и как они, не имея техники и основываясь на эмпирические знания, вручную возводили эти каменные твердыни. Время. Именно оно определяло законы гор. Самым большим богатством для горцев всегда были небольшие участки земли, которые являлись результатом тяжелого труда. Из поколения в поколение они отвоевывались у гор. В какой-то период своей истории осетины оказались запертыми в горных ущельях Центрального Кавказа. И с ростом численности населения начала ощущаться нехватка земли. Стали использоваться земли, которые долгое время, с аланских времен, находились в запустении, пока не было таким многочисленным население в горной части. Снова стали обрабатываться очень сложные участки с таким рельефом, с большим наклоном. По границам прежних участков, где раньше были вот эти самые пахотные земли, до сих пор видны эти кучи собранных в свое время камней. Конечно, земля очень тяжелая для обработки, очень невысокий урожай собирали. Все это, конечно, создавало такие невыносимо тяжелые условия жизни. Практически так продолжалось до XIX века, до 20-х, 30-х годов, до середины XIX века, когда постепенно начался процесс переселения осетин с гор на плоскость. Археология дает возможность сделать твердое заключение о том, что в окончательном виде вот эта система аграрного хозяйства, все это сформировалось уже в бронзовом веке. И, скажем, кубанская культура получила это уже и базировалась на этом в горах, как на твердом аграрном
фундаменте. То есть, таким образом, 3500 лет назад, можно сказать так, это было все уже вот так же, как сегодня. Значит, и в этом смысле осетины, значит, или лучше говорить аланы, попавшие в тяжелейшую ситуацию демографической катастрофы, разрушения средневекового царства своего, значит, потери всех равнинных земель, да, и вынуждены ограничиться вот этими несколькими долинами юга и севера, значит, в самом центре главного Кавказского хребта, да, эти, значит, аланы, они, значит, хорошо представляли себе возможности этой территории. Выбор места поселения на первый взгляд кажется простым. Но существовали четкие критерии, сложившиеся на протяжении долгих тысячелетий и многократно проверенные жизнью. Это позволяло принимать правильное решение. Прежде всего, значит, это должно быть безопасное место. Это место должно быть недоступное для лавины, для селя, для обвала, для, значит, наводнения. Это должно быть, во-вторых, место достаточно близкое к водным источникам, к хозяйственным угодьям, имея в виду выгоны для крупного рогатого скота, например. И это так называемые солнечные долины. Чаще всего желательно, значит, южная экспозиция склона и расположение не под самыми ледниками. То есть это культура творческая, это культура, значит, древняя. Она живая и позволяет поэтому эстетически выверенное даже решение. Горцы хорошо знали опасные и безопасные места. Судьба Кармадона была предрешена. Вот эти совершенно безумные постройки, они настолько резко, настолько неэстетично выделялись в этой среде, что было ясно совершенно, что, значит, дни их сочтены. Культура не терпит революций. Раз выбранное для поселения надежное место, оно не должно быть оставлено. И сама культура, конечно, но и природа, космос за это наказывает. Таким образом, вот эта традиция, многотысячелетняя, еще раз повторяю, знания, подлинного знания, имеет очень высокую цену. Когда выбор места поселения был уже сделан, приходило время тест-проверки. Помимо практических житейских задач и соображений безопасности, осетины проделывали сакральные ритуалы, связанные с мифологическими и народными знаниями. Все это проверялось самыми разными способами. Значит, очень древний существует мифологический сюжет об охоте на оленя. Считалось, что первопоселенец нашел место будущего селения, охотясь на оленя. Именно в ходе охоты, потому что это культура воинская, рыцарская, да? И потому что, значит, олень – это солнечное животное, 18-рогий нартовский олень, совпадает с образом звериного стиля скифского, да, и все это, значит, имеет трансформации и проекции в самые разные сферы, значит, культуры, сферу тем более связанную с таким важным направлением, да, как поиски правильного места обитания. Существовали и другие верования. Например, там, где предполагалось строительство дома, люди зарывали в землю глиняный кувшин с осетинским пивом. Ровно через месяц в определенное время суток кувшин открывали. Если пиво сохраняло свои качества, это было знаком счастливого выбора места поселения и согласия покровителя Бната Хисал.
Средневековая Осетия, царство камня. Архитектура горцев под стать самой стране. Обитая на гребнях гор, людям необходимо было добывать материал для строительства своего жилища. И в жару, и в холод люди добывали камни и с помощью подручных средств обрабатывали и обтачивали их. Плиты для башен вырубались из специально выбранных обломков скал. Их предварительно нагревали, а затем, облив холодной водой, рассекали на пригодные для строительства части. Башни строили из скального камня. Иногда это шиферный сланец. Никогда в башне не использовался речной камень. Ни в коем случае нигде нет. Потребляется еще камень, туфовый камень, и еще травертин. Это осадочная порода, осадки минеральных источников. Но новые осадки, они бывают рыхлые. А древние осадки, они такие мощные, что вот даже молотком трудно разбить. Мы знаем по каким-то преданиям, легендам, что иногда за хороший камень, большой и какой-то такой качественной породы платили по нескольку баранов, по нескольку бычков молодых, даже иногда для того, чтобы использовать вот такой хороший камень. Передвигались горцы только по узким тропам, ширина которых иногда равнялась ширине лошадиного копыта. Можно только представить, каких усилий стоило подняться, а потом еще и спуститься с грузом неимоверной тяжести. Нет никакой и не может быть никакой заранее данной догматической системы. Как удобнее, как лучше, как легче, как менее затратно и менее трудоемко. Профессионализм осетинского строителя и архитектора заключается в том, что на подручных материалах выстраивается, высчитывается все необходимое от размеров до веса каждого ряда этой каменной кладки. Инженерный подсчет на основе опыта, на основе того, что уже сделано и что апробировано временем, выдержало испытания. Для перевозки больших грузов использовались различные деревянные сани, в которые запрягали валов или лошадей. Подобные деревянные повозки горцы мастерили из твердых пород дерева. Они были приспособлены к самым сильным ударам, бездорожью и крутизне горных дорог. Весной и летом повозки с тяжелым грузом везли по траве, зимой по снегу. Вес некоторых камней достигал 200 килограмм, поэтому, чтобы доставить один такой камень к месту строительства, уходило порой несколько дней. И вот такие большие плиты иногда подвозили очень интересным способом. Так это не благозвучно звучит, называется петлей, шефц. Называется лаханшефц. Из навоза. Свежий навоз с глиной перемешивали и делали из него как пластина петлю. Это зимой в морозы. И прилепляли эту петлю к этой плите. Привязывали веревкой уже к ярму, и быки подвозили эту плиту по этой. И бывали, случаи, что плита могла сломаться, но эта петля никогда. Национальная архитектура идеально вписана в горный ландшафт. Благодаря простоте исходных строительных материалов и их мастерского использования. Эти своеобразные и запоминающиеся сооружения и сегодня будоражат ум и восхищают взгляд современного человека. В селении Лисри мы видим все виды традиционного осетинского зодчества. Башенные сооружения в горах Осетии представлены двумя видами в основном. Это жилые башни, называемые янах, и боевые башни, называются машик. Жилые башни, видимо, самые древние. Они они объединяют обе функции, и оборонительные, и приспособленные для жилья тоже. Первый этаж – это помещение, где содержали скот и какой-то хозяйственный инвентарь хранили. Второй этаж – это, собственно, жилой.
И третий этаж, он предназначался для гостей, если он бывал, и для обороны, поскольку чем выше, тем, понятно, больше обзор, шире обзор. Вот это такая, значит, простейшая схема. Башни иногда пристраивались к башням жилые постройки. Жилые постройки, хозяйственные, все это еще и феодал мог этот самый крупный, выдающийся такой, обнести это стеной. Вот это уже называлось галуан. Галуан – это дворец, это замок. Галуан – это постройка, которая состоит не из одной башни, а из нескольких или из башни и ряда каких-то жилых и хозяйственных построек. Конечно, они все выстроены в определенную оборонительную систему тоже. То есть это не для красоты только, хотя всегда и для красоты тоже. Но, значит, смысл вот этих названий галуан это, значит, еще и подчеркивание, значит, вот высоты социальной позиции. Галуан всегда принадлежит элите. В Средневековье стали обостряться столкновения между фамилиями, родами и ущельями. Сохранить жизнь своей семьи было важнейшим условием. И тогда осетины стали строить неприступные крепости, боевые башни. Подобные сооружения стали гарантом целостности и возможности продолжения рода. Такие боевые укрепления предназначались не только для проживания, но и для защиты от посягательств со стороны феодалов, кровников, завистливых соседей и прочих недоброжелателей. Они такие самые красивые, самые грациозные, высокие. Вот. В них, как правило, было несколько этажей, до 5, до 6 этажей, до 7 в отдельных случаях этажей. Вот. И эти башни предназначались, конечно, для того, чтобы какая-то группа близких родственников, семья или несколько семей, представители одной фамилии могли укрыться в ней во время, значит, нападения врагов, во время ведения каких-то боевых действий. Каждая фамилия, каждый род, который строил башню, всегда гордился своей башней. Эта башня была оплотом, она была надеждой. Сказать, что я взойду на твою башню, это означало, что я покорю всю вашу фамилию. Вот это в Амисонском ущелье, вот, Лисри, особенно это богатое село, одна башня на другую не похожа, великолепная. Там, видимо, состоятельные люди жили, и каждый хотел выделиться, и каждый строил чуть повыше, или получше, или покрепче свою башню и так далее. Общественный вес того или иного осетинского рода измерялся наличием фамильной башни, мельницы или родового склепа. Одним из первых вопросов, задаваемых сватам, был вопрос о том, есть ли у жениха или у его родственников фамильная башня. Утвердительный ответ существенно повышал шансы жениха. Башни достигали высоту более 12 метров. Строительство подобных укреплений обходилось очень дорого, а потому было неподъемно для многих фамилий. Башня была показателем высокого социального статуса и престижа. Построить такую крепость имели право только те фамилии, которые относились к высшим слоям общества. Форшаг не может построить башню, потому что он пришлый. Кавдашар не может построить башню, потому что он, значит, незнатный. Помимо богатства должно быть сословное право на башню. Вождан называется по-остински. А вождан – это высший статус. Даже этот знатный, значит, человек, даже эта знатная семья или фамилия должны были обратиться по обычаю к народу. Другое дело, что им возразить было сложно, но это происходило. То есть обязательно, значит, предъявлялся этот проект людям. Обязательно должны были быть у него общественные, социальные функции. Не нужно думать, что, значит, кто-то планировал построить башню в случайном месте.
Строились башни с большим запасом прочности. Кладку делали из крупных камней. Глыбы строительного камня также поднимали наверх подручными средствами, напоминающий современный подъемный кран. Он перемещал грузы с помощью каната и лебедки. Особо тщательно отбирали и обрабатывали камни основания и углов. Здесь годились только крупные монолиты. Удивительно, как их подтаскивали, как их подвозили. Невозможно даже так представить, что без этих специальных механизмов, которые сейчас существуют, что они могли их подвозить. И что самое интересное, когда камень собирали, брали для строительства, то он ломается и так далее, и так далее. Скальный камень, скальный обломки, выходы скальные, вот оттуда брали камень. Они не валяются где-то, их ломали, оттуда выносили. И ровной частью ставили снаружи. И поэтому кажется, что эти камни обработанные все, снизу до верху. Может, нижние камни где-то еще обрабатывали, угловые камни. Кстати, угловые камни, это по-осетински называется бендур. Бендур – это нижний камень, стал синонимом того, что это основа всего. В основном применяли технику сухой кладки. Вместо раствора горцы использовали землю, навоз или известь. Башню нужно построить из отборного камня. Башню нужно построить из отборного дерева. Для башни нужно было приготовить известь. Для того, чтобы приготовить известь, нужно было взять известняки, которые в горах в Осетии полно, обжигали их. После обжига закапывали в землю. В течение 3, 4, 5 лет известь естественной влагой гасилась постепенно. И эта известь была особого качества уже. И вот настолько это крепкая была известь, что потом уже придумали, что для той извести там яйца туда бросали, там молоко и так далее. Да для постройки одной башни, говорит, всех этих птицефабрик Северной Осетии бы не хватило. Ну что вы, это невозможно. Стены сооружений возводились с равномерным сужением так, чтобы любое горизонтальное сечение по площади было меньше нижнего сечения, а каждый последующий ярус был по площади меньше предыдущего. Снаружи кажется, что это усеченная пирамида. Усеченная пирамида. Конечно, для устойчивости. Но здесь еще другая штука. Если сверху сбросить камень, то камень не долетает до основания, а ударяясь о стенку, отскакивает. Это так называемая рикошетирующая поверхность. Это тоже имеет значение. Важным моментом при строительстве башни было устройство межэтажных перекрытий, служивших одновременно потолком для нижних этажей и полом для последующих. Бревна устанавливаются, 3 бревна в разные стороны стен. На бревна накладывались жерди вплотную друг к другу. На жерди хворост, на хворост глина утрамбовывалась. В углу оставляли отверстие, чтобы можно было пристроиться, подняться на следующий этаж. И так до самого верхнего этажа. То есть вход в башню всегда был примерно по-нашему на уровне 2-го этажа. Лестница была такая узенькая. Или бревно с зарубками. Горцы применяли немыслимые для нас сегодня механизмы. Камни для верхних этажей подвозили на санях по земляной насыпи, которая повышалась с каждым этажом. Но здесь возникает вопрос, каким образом камни подвозили, допустим, к 5-му этажу? Тогда насыпь должна была быть огромных размеров. Но иллюстрация осетинского этнографа и художника подтверждает эту технологию. Туганов – это единственный осетинский художник, я бы хотел это подчеркнуть, единственный, который не ошибается в этнографических и культурных деталях. Не ошибается потому, что он вырос в этой культуре, и потому, что, значит, он всегда оставался, значит, внутри историографической традиции. То есть это очень важно, когда человек находится и в культуре, и успевает, и в силу своей высокой образованности, компетентно оценивает происходящее в науке. Значит, что касается народной культуры, то он безошибочен. Он это наблюдал, он имел
великолепных информаторов. Народная культура, традиционная культура вообще всегда существует в виде вариантов, потому что она бесписьменная, потому что сохранить принцип, основу можно только сохраняя, значит, творческий дар конкретного человека и варианты движения в одном направлении. Да? Вот в этом смысле, значит, он безошибочен, он всегда детально точен, значит, он понимает дух и смысл того, что изображает. В этом смысле вот это башенное строительство вопросов не вызывает, оно подтверждено другими. Насыпь, по которой езжают подъемные механизмы, сами подъемные механизмы, которых в реальности мы не видели, потому что они не сохранились и сохраниться, наверное, не могли, поскольку башенное строительство прекратилось около 2 столетий назад. Да? И, значит, Махарбек жил столетия назад. Он нам показал, как это должно быть и как это бывало. Простота и строгость наилучшим образом отражала мировоззрение народа. В строительстве башен принимали участие все члены фамилии, а зачастую и односельчане. Одним из важнейших условий было возвести башню в течение года, иначе ее разрушали. Дело, что там никто не возвышался над всеми. Это определенный демократический, так сказать, консенсус, что ли, что понятно было друг с другом, да, равноправие. Кстати, возвышение одной фамилии очень резко прерывалось. Причем как прерывалось? Довольно безжалостно уничтожали всех и вся. Прошлое осетинского народа – это бесконечная череда войн, больших и малых. Время, когда человек становился сильнее себя. Монументальность башенных построек обуславливалась логичностью их структуры и точностью выбранного места. Башни были великолепно приспособлены для битв. Великие специалисты-фортификаторы не выбрали бы стратегически более выгодных пунктов. Башня никогда не строилась в случайном месте, она всегда была привязана к интересам поселения и общества в целом. Это защищало население ущелья от внешних и внутренних врагов. Верховья Ардона связаны вплоть до Зарамага. До Зарамага все эти башни связаны. Они так устроены, эти башни, так построены, что можно вот из одного угла в другое. Каждый отрог этого ущелья виден. И там были башни, можно было передать сигнал. Вообще-то Мамисон являлся форпостом для всего Туалгома, потому что он закрывал в основном северо-восточные ворота. Лисри, оно не является чем-то особенным, что оно на первое место поставило действительно безопасность, и лишь на втором месте уже экономические вопросы. Что это село расположено с точки зрения современной военной тактики именно так удачно и так продумано и так рассчитано, чтобы враг фактически не смог. Я, например, на истории такой не помню, чтобы Лисри был взят. Ну, не было ни в преданиях, нигде такого нету. Каждая башня в Лисре имела свое самостоятельное значение, но угроза нападения заставляла располагать эти комплексы с учетом обеспечения взаимной помощи. Потребность быстро укрыться при неожиданном нападении врагов заставляла строить эти боевые башни рядом с домами и при этом мириться с наличием рядом с ними мертвых пространств и скрытых подступов. В момент общей опасности с вершин башен подавались сигнальные огни, вверх или вниз по ущелью, в зависимости от направления противника. Это позволяло мобилизовать горцев на защиту родных очагов и своевременно отразить угрозу нападения. Выставлялись дозоры, люди, которые находились, значит, постоянно в этих сторожевых башнях. Они вели наблюдение за ущельем. В случае появления врага в их задачи входило оповестить, значит, максимально быстро все население ущелья о том, что, значит,
наступает враг. Для этой цели на крыше этой башни имели запас хвороста, разных пород, скажем так, дрова, какие-то смолы, скорее всего, которые быстро могли загореться. И в случае появления врагов быстро разводили костер, причем желательно, чтобы он давал много дыма. И, как предполагают сейчас некоторые исследователи, были еще какие-то там хитрости, то есть этот дым мог быть разного цвета. Ну и плюс еще была система звуковых сигналов. То есть это такая система сигналов, которая передавалась от одной башни к другой. Вот. И в течение, значит, какого-то короткого времени до самой верхней части ущелья информация о наступлении врагов распространялась. Соответственно, звучал клич «Фадиш», и все, значит, кто считал себя достойным мужчиной и кто мог держать в руках оружие, считал своим долгом, значит, заняться обороной ущелья, своего дома и так далее. Если смотреть на попытку противника взять саму Лисри, то нет там такой точки, которая бы была вне обзора. Вероятный враг, если прошел через перевал, то он мог спуститься вниз только по двум тропам. Одна проходит по Бубыкому и попадает в селение Калак. Вторая по современной, как говорится, то, что называется сейчас военно-синская дорога. По этой тропе могли выйти, но миновать Лисри они не могли. И не случайно именно в Лисри поставили Галуан. И поставили его, как говорится, во втором эшелоне через реку от селения Лисри, чтобы повысить ее боеспособность. То есть это предотвращало окружение этих сел, и ровное пространство между этими тремя селами, простреливаемое со всех трех сторон, фактически не давало возможности без значительных людских потерь подобраться к селу. Оборона осуществлялась через бойницы, которые обычно устраивались в стенах верхних этажей. Количество их колебалось от 3 до 6 на каждом этаже. Они располагались так, чтобы можно было вести круговой обзор. Мертвыми точками башен считались их углы. Расстояния между сооружениями и их месторасположение имели огромное значение. В основном башни для ведения огневого боя, не лучного, а огневого боя. Это широкое отверстие изнутри суживается настолько вперед, что снаружи совершенно, в бинокль смотрите, вы никогда не увидите, где там отверстие. Совершенно маленькое между камнями отверстие. Причем почему вовнутрь расширяется? Потому что можно поворачивать приклад ружья вверх, вниз и так далее. И большое поле охват, боевой охват, там это охват, кругозор для ружья, для стрельбы. Мы знаем, что на Кавказе огнестрельное оружие получает распространение в 16-м, начале 17 века. Соответственно, те архитектурные сооружения, которые имеют там определенный тип бойниц, очень узких бойниц, куда не влезает, значит, скажем, кулак, который держит лук, куда не влезает плечо, и которые не дают возможность такого широкого обзора. Такие узкие бойницы, они появляются уже с появлением огнестрельного оружия, где можно было только дуло высунуть, и все. Чем больше сектор обстрела, тем больше времени враг находится под огнем, прежде чем подберется к башне. И в то же время соблюдалась ярусность огня, то есть вертикальная зональность обстрела. И вот если посмотрим мы на башню Дарчиева, здесь четко видно, это уже видно, что это кремневое оружие к тому времени существовало, потому что существовали подставки для кремневого ружья, которое было довольно-таки тяжелым. И дабы лучше было прицеливание, для этого делали такие выносы в бойницах, на которые опиралось ружье, и велся огонь. Ну, обычно более меткие были стрелялись с верхней
стреляли с верхней бойницы, и у них сектор обстрела и дальность была гораздо выше, и зона обзора тоже больше. А нижняя для более близкого, как говорится, пострела. Сами в то же время они оставались, ну, как говорится, неуязвимые. И лишь когда они подходили вплотную, тут уже в ход вступали в машикулях, были снизу проемы, через которые сбрасывались камни. Природные катаклизмы и войны нередко доводили осетин до порога физического и духовного уничтожения. Кто, как не единый Бог, мог защитить людей и взять их под свое покровительство? Тогда осетины стали строить святые места под открытым небом. В позднем бронзовом веке, на рубеже 2 и 1 тысячелетия до нашей эры, на восточной окраине селения Лисри было построено единственное на всем Северном Кавказе зиккуратное святое место. Культовое сооружение сложено из необработанных камней, без раствора и не имеет внутреннего пространства. Мы подходим к единственному зиккурату во всем Северном Кавказе. Это святилище по-стински называется Мидгауэдзвар, то есть патрон селения. А зиккурат единственный на Кавказе именно здесь и имеет смысл ступенчатого культового архитектурного сооружения. В данном случае мы имеем 3 ступени. Вот она первая. Она была полукруглой по рельефу местности. Вторая ступень четырехугольной. И третья завершающая с местом, где оставляли машайнак, приношение. Оно действительно уникально, как уникален весь этот уже не аул, а целый город. Из тех шедевров, будем говорить, каменного зодчества наших предков. Это классический хрестоматийный аул, где есть все виды и оборонительного, и жилищного, и культового зодчества. То в таком полном виде нигде это не представлено. Традиционно осетинский дом являлся микромоделью мира, с обитавшим в нем маленьким народом, семьей. Каждая функциональная частица этого дома, космоса, являлась точной копией большого мира. Время и пространство являются важнейшими параметрами в модели мира осетин. Для обозначения этих миров использовались различные способы. Широко распространен образ мирового древа. Это был единый дом, без всяких перегородок, который мысленно делился на 2 части. На так называемую правую и левую. Когда ты входишь именно в хазар, правая сторона всегда считалась мужской стороной, а левая от входа – это женская сторона. Очень интересную аналогию, если я не ошибаюсь, первым провел академик Рыбаков между русским и осетинским жилищем. Вот по-осетински очаг называется «кона», а есть такое русское слово «кон». Это центральная часть в русской избе. Это вообще религиозные, мифологические воззрения древних славян. И вот он возводит это к осетинскому кону, к центральному месту, самому почитаемому месту в доме, к очагу. И к вот этому столбу, который символизирует собой центральную мировую ось, мировое древо. То есть жилище превращается в такой маленький, уменьшенный вариант мира вообще. Идея Дома мира восходит к далеким кочевым временам, в которых шатер юрта, скифа сармата, алана, также ориентированный на 4 стороны, имел верхнее отверстие, надочажную цепь и очаг.
Связующей осью вертикальных традиционных зон осетинского дома являлась надочажная цепь и центральный столб, в котором по преданию обитал ангел-хранитель. Очаг и надочажная цепь являлись символом единства семьи и вечного продолжения рода. Все, что происходило в Остинском доме в религиозном и социальном смысле, все происходило вокруг этих двух атрибутов. Если хочешь оскорбить человека по всем правилам, облей его очажный огонь водой. Огонь должен был быть чистым, он должен был постоянно гореть в этом доме. Даже в Новый год, когда уже переходили и зажигали новые огни, обязательно должны были зажечь старыми огнями. Никогда в доме не должен огонь потухаться. Это они смысленно говорили о том, чтобы род должен быть таким же непрерывным, каким должен быть гореть именно очажный огонь в этом доме. Хазар – это было место, где происходили все культовые мероприятия. Такие события, как, например, самый важнейший момент именно в свадебной процедуре остинского народа, это значит уже трехкратное обхождение домашнего очага. Сперва обходили его именно в доме невестки, там она прощалась именно с божествами очажного огня, а потом уже в доме жениха, уже вместе с шафером и так далее, они обходили вокруг этого очажного огня трижды, и шафер имел право немного своим кинжалом дотронуться до начажной цепи и кричали «Фарн, фарн, авт, лапуема именно тахшасцеск». Или вместе с ними иногда даже говорили 9. Обратите внимание, авт, лапуема именно тахшасцеск. Авт это было очень магическое число именно в религии осетин, которое закрепилось за нами со скифо-аланских времен. И вот это магическое слово «авт» именно осталось и в понятии. Вот обратите внимание на само название колыбели у осетин. «Авден» для семерых, в буквальном переводе означает «для семерых». Молитвой перед очагом осетин начинал и заканчивал свою жизнь. Перед очагом хозяин дома молился о счастливой дороге. К очагу приводили гостя, который становился членом семьи, и за его оскорбление или убийство хозяева должны были отвечать кровной местью. Дом, Хазар, был священным местом, где даже враг мог найти покровительство и защиту. Вот однажды был такой случай, что преследовали одного преступного человека, и он забежал в чужой дом. И он ему говорит: оставайся, говорит, здесь у меня дома, пока здесь дома ты защищен. Если, говорит, ты выйдешь отсюда, я не такой сильный, чтобы защитить тебя от твоих многочисленных врагов. И оставайся у меня дома. Вот что означало дом в понятии человека. Какое-то было огромное представление в жизни наших предков. Строя крепостные и культовые сооружения, жители селения Лисри жили как общественной, так и сельской жизнью, которая включала в себя строгое воспитание детей, соблюдение традиций, ну и, конечно же, устройство праздников с песнями, играми и танцами. Среда обитания воспитывала в горцах ответственность, мужественность и стойкость. Настоящей школой жизни был Нахаш, сельский совет, где старейшины обсуждали наиболее важные вопросы рода и общества в целом. Как в любом средневековом осетинском поселении, все жизненно важные проблемы решались присутствием представителя каждой семьи здесь. И без Нахаша ни одно серьезное мероприятие не начиналось, начиная от пахоты, сенокоса, уборки и так далее, и так далее. Но самый главный вопрос, который решали на Нахашах, это вопросы морали. Потому что наши предки сохранили все, что смогли сохранить, только с одной единственной помощью, которая у осетин назывался Ахдау. Не религия, не мифы, не легенды, а Ахдау. Традиционные обычаи и адаты горцев. В Лисри Нахаш располагался в центральной части села, рядом со святым местом Михдалзвар. Сиденьями служили камни,
которые располагались амфитеатром. Зачастую они принимали форму современных кресел со спинками. Размер камня определял статус сидящего на нем человека. У гор свои законы, и создают эти законы люди, населяющие эту местность. Для них национальные традиции святы, и любое отклонение от общепринятого выносилось в народ. Ни одна сторона жизни села, ни политическая, ни хозяйственная, не проходила мимо Нехаша. Здесь объявляли войну и заключали мир. Решение, которое принималось на Нехаше, было обязательным для всех жителей селения Лисри. В случае уклонения от приговора или неподчинения Нехаш принимал и репрессивные меры. Виновника подвергали штрафу или объявляли бойкот. Человек, подвергнутый такому наказанию, становился отверженным. Бойкот объявлялся тем, кто не соблюдал правила общественного поведения. Он не допускался на обрядовые праздники, свадьбы и даже похороны. Если у отверженного человека случилось в доме горе, смерть родных или другие события, к нему никто не приходил, чтобы помочь и посочувствовать. Подвергшийся бойкоту вынужден был бежать из села, а в большинстве случаев его изгоняли в принудительном порядке. Когда Нехаш выносил приговор о смертной казни, их сбрасывали с высокой скалы. У осетин называется Кузапаран. В переводе на русский «собачья скала». Вот это решение Нехаша исполняли ближайшие родные братья или двоюродные братья, чтобы не допустить возникновения кровной мести. И вот, чтобы этого не было, выбирали ближайших родственников, которые сбрасывали тех, которые нарушали общественную мораль. В Лисре Нехаш, как центр притяжения общины, был и местом проведения народных праздников. Люди находили здесь пищу для ума, языка, ловкости, физического воспитания и веселья. Рядом с Нехашем располагался Щимдефаж. Здесь под аккомпанемент горской скрипки сельская молодежь устраивала танцы. Щимд – самый древний танец осетин. Танец-история, ставший символом нации. В его основе лежат два элемента – прямая линия и круг, символизирующие солнце и бесконечность. Танцы были тесно связаны с праздничными обрядами, а также являлись любимой формой досуга. В танце молились богам. На языке танца выражали любовь и ненависть, добро и зло, радость и горе. Иногда характер народа заключен в истории одного танца. Что бы ни делали осетины, в любом их деле отражалась духовная культура. Вне современной цивилизации, казалось бы, без особых условий для творчества, они создали искусство, которым сегодня восхищаются не только в России, но и за рубежом. И, как сказано в эпосе, тряслась земля под ногами нартов. Настолько это мощный танец бывал, что природа замирала, птицы в лесу, и следили за танцем нартов. Поэтому этот танец не просто круговой бывал, но во время этого танца нарты всегда должны были быть подготовлены физически. Трехъярусный танец танцевать – это большая нагрузка. К танцу вообще надо было подготавливаться не только физически, а духовно, мысленно. Под Новый год вокруг зажженных костров исполнялся двухэтажный танец – щимд нартов. Иногда, чтобы на плечи нижних взвалить больше тяжести, верхние поднимали на свои плечи бычков и жеребят. Потом ряды менялись. Во время танца проверялась выдержка и выносливость мужчин. Щимд был своего рода испытанием.
Щимде надо как можно больше выдержки. Щимд сложен и по физическим параметрам. Это визуально кажется, ну что, люди просто ходят под ручку. А на самом деле там настолько глубинный смысл. И его начинаешь осознавать тогда, когда вспоминаешь, что щимд – это в принципе общая такая объединенная медитация, моление. И вот взявшись за руки и образуя круги и лучи, это все обращение к природе, к высшим силам. И все должно было сопровождаться вот очень глубоким осознанием того, что ты делаешь. Язык, культура, обычаи и традиции, честь, долг и уважение – все это можно назвать одним осетинским словом «ахдау». Ахдау – это своеобразный гордиев узел осетинского народа. В нем все законы и порядок, а народ – это вечно движущийся по спирали круг, где все происходит одновременно – прошлое, настоящее и будущее. И мы будем уже другие без этих башен. Без исконно традиционной культуры, без знания своей истории, без того, чем живет дух народа.